Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. Новые перспективы производства. Андрей Тарасенко поручил Минэкологии региона начать работы в сфере промышленного рыболовства. Рассказать обо всем. В Амгинском районе состоялся отчет правительства Якутии. Экспозиция с применением инженерных технологий. Расскажем о московской выставке «Акватерм». В начале выпуска об эпидобстановке. На 19 февраля в республике выявлено 1086 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Так, в столице региона выявлено 302 случая, 141 заболевший в Алданском районе, 67 в Нерюнгринском. Еще в 23 районах республики выявлено от 1 до 65 случаев заражения COVID-19. В Нерюнгри эпидситуация остается стабильно напряженной. Она характеризуется подъемом заболеваемости коронавирусной инфекцией за прошедшие 2 недели. Так, за минувшие 7 дней были зарегистрированы более 800 случаев заражения вирусом COVID-19. Сохраняется относительно высокий уровень заболеваемости и низкий охват вакцинации. Об эпидситуации в Южной Якутии в материале Тамары Игнатьевой. Но ситуация более-менее стабилизируется. С начала этой недели начался поэтапный выход детей с дистанционного обучения. Сейчас в школах района учатся ребята среднего и старшего звена. Со следующей недели, когда они уйдут на каникулы, учиться пойдет начальная школа. За прошедший период было зарегистрировано 847 случаев. На четверг этой недели зафиксировано всего 645 случаев. То есть уже отмечается определенное снижение. И в первую очередь это по детскому населению. По мнению главного санитарного врача, групповая заболеваемость отмечается как в семейном, так и в производственном секторе. Этому способствует высокая контагиозность новой коронавирусной инфекции, особенно ее штамма омикрон. Это в первую очередь заметно по крупным промышленным предприятиям, таким как Колмар, Якутуголь, Транснефть, Газпром и так далее. То есть на этих предприятиях свыше 10, а то и по несколько десятков случаев регистрируются в течение 1 недели. При этом низкий охват вакцинации работников наблюдается именно у этих предприятий. На сегодня район, к сожалению, не достигает плановых цифр – 80% вакцинированных от общей численности взрослого населения. Первым компонентом у нас привито около 41 тысяча примерно населения Нерюнгринского района, что составляет примерно 71%. Вторым компонентом у нас привито около 24 тысяч населения, примерно 40% населения Нерюнгринского района. На сегодняшний день даже до 6 тысяч человек мы не дошли по ревакцинации. Стоит отметить, что с этой недели в Нерюнгри начала действовать аудиоконсультация врачей. Каждый, кто обнаружил у себя симптомы заболевания, позвонив по единому номеру 122, имеет возможность получить консультацию терапевта по телефону и даже открыть больничный. За 4 дня на портал обратилось 33 человека, из них 12 больничных листов было выписано дистанционно. Больничный выписывается единовременно на 7 дней. Если самочувствие нормализовалось, человек выздоровел, то мы также дистанционно закрываем больничный лист. Врачи считают, что только обеспечение специфической профилактики, такой как вакцинация, позволит значительно снизить процент заболеваемости, поможет нам достичь нормального эпидемиологического состояния. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Нерюнгри. В Якутии проведут научные и ресурсные исследования для оценки состояния рыбных запасов и изучения перспектив товарного рыбоводства. Так, Андрей Тарасенко поручил Минэкологии региона начать работу по возобновлению исследований ресурсной базы с целью расширения промышленного рыболовства. Что касается государственной поддержки отрасли, то рыболовецким хозяйствам предоставляется субсидия поставки чир, омуль, муксун 20 рублей за килограмм, ряпушка, осик, пеледь 30 рублей за 1 килограмм рыбы с данной заготовительной организации. При этом, как отметил премьер, необходимо наладить связь между рыболовами и заготовителями. Интересное и важное предложение внесено Алекминским советом охотников относительно сроков охоты в Министерство экологии.
Первое – это охоту на гуся ввести с 1 по 10 мая. Второе – ввиду малочисленности турпанов перенести сроки охоты на них с июня по май, с 21 по 24 в срок охоты на водоплавающую нырковую утку. И это третье – это полный запрет на добычу боровой дичи в весенний период сроком на 5 лет. Достаточно суровое решение принято на основании мониторинга, который показывает, что дичи становится все меньше. 2021 год показал, что все-таки лесные пожары прошли по всей республике. И на основании все-таки данных охотников, на основании уже введения, вот на данный момент проводим зимний маршрутный учет охотничьих ресурсов, и уже по ним видно, что все-таки численность боровой дичи намного ниже, чем по предыдущим годам охоты. В связи с чем и было принято решение, значит, ввести полный запрет на боровую дичь в весенний период сроком на 5 лет. Но думаю, что в этом году все-таки решение будет принято и ведут все-таки запрет на боровую дичь в весенний период и на территории охотничьих угодий Алекумского района. В Амгинском районе состоялся отчет правительства Якутии по итогам 2021 года. На мероприятии были озвучены актуальные проблемы, волнующие сегодня жителей Амгинского района. Это вопросы электроэнергии, строительства социальных объектов, сельского хозяйства, здравоохранения, связи и многое другое. Работники культуры ставят вопрос строительства объектов культуры. Это музей истории гражданской войны в Якутии и дом Аланхо. Также многих жителей и родителей волнует вопрос строительства детских садов и школ в селах. На отчете также были обсуждены приоритетные направления деятельности на 2022 год. Касательно Амгинского района, у нас основной такой вопрос концептуальный, который затрудняет дальнейшему нашему развитию, это, конечно, вопрос электроснабжения, большей мощности строительства линии, ВЛ-110. Это вопрос развития автомобильного хозяйства, перевода наших региональных дорог на федеральный уровень. Ну и жилищное, конечно, строительство и строительство социальных объектов, которые тоже немаловажны, и каждый наследник на своем уровне тоже их неоднократно ставит. По итогам отчетов от предыдущих лет все эти вопросы, которые озвучены, конечно, не остаются без внимания нашего правительства. К другим темам. Сбербанк повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье на 1 процентный пункт. Аналогичное решение руководство компании приняло в начале месяца. В Сбербанке связывают новый рост с принятым на прошлой неделе решением Центробанка повысить ключевую ставку до 9,5%. В кредитной организации также заявили, что ставки повысили по вкладам для поддержки клиентов в условиях растущей инфляции. В Москве завершила свою работу международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, инженерных систем «Акватерм». Событие познакомило участников с новейшими технологиями и уникальными разработками отрасли. Особое место на выставке занял и якутский стенд компании «Саха-Липснеле», резидента технопарка Якутии и территории опережающего развития. О котлах, проверенными якутским холодом, смотрите в материале Айсены Бурнашовой. Самое главное преимущество нашего котла – это зольный ящик, которого нет у остальных конкурентов. То есть это обеспечивает удобство обслуживания котла на много раз. Терморегулятор, огнеупорные ручки, 2 режима горения. Твердотопливный котел прошел реальные испытания холодом и спроектирован для бесперебойной работы в условиях Крайнего Севера. Так, при минус 30 на одной закладке он может отапливать помещение до 3 суток. Если дом качественно утеплен и система отопления проведена правильно, то он уже будет максимально долго гореть. Якутяне представили и новинку отрасли – воздухогрейную печь «Камелек». Установка позволяет не просто долго отапливать помещение, но и вырабатывать электричество до 50 ватт. Этого хватит и для зарядки смартфона, и для работы 10 ламп накаливания. Внутри котла стоит пластинки, которые вырабатывают электричество. Котел разогревается, элементы нагреваются и вырабатывается электрический ток. А с одной стороны у нас установлены вентиляторы. Вентиляторы охлаждают, и с разницей температур у нас выходит электричество. Все котлы производятся по уникальным технологиям, изготавливаются в Якутии, проходят проверку холодом. Это и вызывает большой отклик у покупателей. По длительности горения мне понравился вот этот котел. То есть принцип действия, вот как теплосъем сделан. Ну и еще меня заинтересовало то, что это вот из Якутии. Во время выставки компания подписала 2 крупных соглашения с российскими регионами. Интерес проявила Монголия, Казахстан и другие страны. В планах у Липснеля Арктик открытие складов в Новосибирске, а также выпуск газовых котлов.
Айсана Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Тем временем в Мирнинском районе тестируют систему, которая позволит горной технике избежать столкновений и обезопасит работников от наезда карьерных самосвалов и другого горного оборудования. Систему безопасности RealTrack пока только установили на самосвале, погрузчике и передвижной автомастерской. Это один из этапов программы «Антинаезд». Ее запустили в Алроса с прошлого года. На горной технике устанавливают 6 антенн, а внутри кабины водителя монитор. Работникам выдают маленький пульт ТЭК. Если возле погрузчика или самосвала будет находиться человек, на монитор водителя поступит сигнал. Это значит, что движение нужно прекратить. Систему онлайн-оповещения об угрозе наезда устанавливают подрядчики из Новосибирска и Санкт-Петербурга. Если пилот будет эффективным и поможет предотвратить наезды и несчастные случаи, RealTrack установят на всей горной технике. В Хангаласском районе дан старт году исторической памяти. Тематический год посвящен столетию якутской автономии. Мероприятие началось с границы с Якутском возле новой приграничной стелы с названием района, которую установили в прошлом году. Здесь состоялся священный обряд Алгыс. Далее в Покровске прошла церемония возложения цветов к памятникам. План на год уже составлен. Он включает в себя 65 мероприятий районного, республиканского и даже международного уровней. В этот год мы проводим в рамках проведения Ысыха Эркяни большое мероприятие – международный фестиваль круговых хороводных танцев. В данное время идут переговоры с такими странами, как Турция, Корея, Япония, Монголия. Также в этот юбилейный год мы проводим большой фестиваль муниципальных образований «Славим трудом наш край». Данный фестиваль пройдет с марта по июнь месяц, и на Ысыхе Эркяни будут подводиться итоги. И пройдет данный фестиваль в очном формате. Компетентное жюри выйдет на местах, и в каждом муниципальном образовании пройдут большие концертные номера с выставкой. К этому часу пока все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Еще больше новостей вы можете найти на нашем сайте Якутия 24. До встречи в следующих выпусках.